Бахира был монахом, в течение многих лет жившим в монастыре и поклонявшимся Богу. Однажды, взглянув в окно, он увидел караван, направляющийся из Хиджаза. Караван верблюдов с товарами расположился у дерева. Бахира заметил, что среди них был мальчик, над которым плыло облако, создавая ему тень. И куда бы он ни направился, на запад или на восток, облако перемещалось вслед за ним. Когда этот человек устроился под сенью дерева, облако, продолжая свою миссию, создавало ему тени там. Бахира с нетерпением наблюдал за гостями, посетившими монастырь. Как только они вошли, казалось, будто Бахира торопил их, пытаясь скорее увидеть того, кого он ждал. Будто он говорил: «Моя душа стремится встретиться с его душой. Я жажду увидеть того, кого я так долго ждал. И смерть не должна прийти ко мне, пока я не увижу этого человека». Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вошел в монастырь, Бахира спешно подошел к нему. Бахира спросил: «Чей это сын?» Абу Талиб ответил: «Это мой сын». Тогда Бахира снова спросил: «Это твой сын, и ты его отец?» Абу Талиб ответил: «Да». Тогда Бахира сказал: «Отец этого мальчика не может быть жив». Абу Талиб был удивлен и хотел знать, откуда Бахира знает правду, и сказал: «Это мой племянник. Отец этого мальчика погиб, когда его мать была беременна». Бахира ответил: «Береги этого мальчика как зеницу ока и защищай его от его врагов, ибо он пророк, который должен явиться в конце». Жизнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это прекрасный пример того, каким должен быть мусульманин и как себя надо вести по отношению ко Всевышнему и по отношению к людям. Все исламские тексты мы понимаем благодаря жизнеописанию пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что Всевышний Аллах сказал в Коране, что пророк, алейхиссаляту вассалям, является прекрасным примером для мусульман, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, доказывает слова Аллаха. В исламском мире проявляется сильный интерес к месту захоронения любимого пророка, алейхиссаляту вассалям. Во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники ревностно охраняли его. Сообщается, что Абдулла ибн Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах ими его отцом, покидал мечеть, которая была построена в хадже между Мединой и Меккой, для того, чтобы молиться в другом месте. Когда его спросили об этом, он ответил: «Именно здесь я видел молящимся посланника Аллаха». Итак, он посещал могилу пророка, алейхиссаляту вассалям. Этому последовали и те, которые пришли после сподвижников пророка, алейхиссаляту вассалям, и те, кто пришли после них, и так далее. Если существует благодать, то она находится в таком месте, как это.
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидел под этим благословенным деревом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, укрылся под тенью этого дерева, и оно защитило его. Это дерево служило пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Это дерево привело Бахиру, посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Это дерево было благословенно прикосновением посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. O you who believe, answer the call of God and His Messenger when He calls you to that which gives life, and know that God intervenes between a man and his heart. This verse teaches that to answer the call of the Prophet is to answer the call of God, and thus it is a call to life. And it could be said that the tree has lived to our day because it answered the call and received life through the Prophet by the leave of God. Подвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, состязались за воду, которая брызгала во время омовения посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и за капли, которые истекали с его благословенного тела в поисках благодати. Если это так, то можно себе представить благодать живого дерева, у которого некоторое время находился пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Я бы пожертвовал жизнью из любви к нему. Это место не может быть неблагословенным.